Почему из-за разгона митинга в Ингушетии полицейских уволили? Журналист Максим Шевченко опубликовал в своем блоге на YouTube интервью с сотрудником МВД по Ингушетии Тимуром Хамчиевым, старшим лейтенантом, бывшим командиром взвода в батальоне ППС, который после митинга 26-27 марта в Магасе был расформирован. При этом из органов были уволены 17 ингушских полицейских, включая 4 офицеров. Как рассказал Хамчев, в ночь с 26 на 27 марта, около 3 ночи, среди сотрудников его батальона объявили общий сбор личного состава. Нам сообщили, что с ГТРК, площади перед НГТРК Ингушетия, примечания редакторов, будут разгонять митингующих, соответственно, мы выехали туда, заявил мужчина. По его словам, к рассвету на площадь в Магасе прибыло около 50 сотрудников батальона. Полицейские обратились к митингующим, в том числе к присутствовавшим на площади лидерам протеста Ахмету Погорову и Ахмеду Барахоеву, разъяснили им, что они нарушают закон, попросили разойтись, рассказывает Хамчаев. Лидеры, в свою очередь, попросили немного времени, чтобы успокоить молодежь и заставить всех разойтись. Через некоторое время прикомандированные разгвардейцы начали штурм, пытаясь вытеснить людей с площади, но им это не удалось. Случилась стычка с протестующими, в ход пошли камни и стулья. По словам Хамчиева, ингушские полицейские в тот момент помогали разгвардейцам, в том числе вытаскивая из толпы тех силовиков, кто потерял сознание от ударов. Люди по-прежнему не расходились, а еще через час-полтора снова заговорили о том, что будет силовой разгон. Рассказывая об этом, Хамчев упомянул замглавы МВД по республике Михаила Полищука. Якобы приказ о штурме исходил от него. Тогда полицейские стали призывать руководство МВД поговорить с митингующими, с лидерами протеста, чтобы те уговорили людей разойтись мирно, отмечает Хамчев. Перед началом штурма он подошел к Барахоеву и стал с ним разговаривать. Сказал, что протестующие совершают большую ошибку, что митинг можно сделать законным путем, что надо уйти с площади, потому что им здесь никто стоять не даст. В ходе этой беседы к Хамчиеву, по его словам, подошел Полищук и попросил удалиться с площади. Мы оттуда сразу удалились, сотрудники отдельного батальона ППС, говорит бывший полицейский. Как получилась стена, по словам Хамчиева, когда он пошел к Барахоеву перед последним штурмом. За ним двинулся еще один сотрудник его подразделения, а за ним и другие, и они в ряд стали. Он подчеркнул, что как только их попросили удалиться, они все удалились. Однако после этого ингушским полицейским было предъявлено, что они якобы стояли лицом к Росгвардии, спиной к митингующим, прикрывая их. Там такого не было, заявляет Хамчаев. В тот же день 17 сотрудников батальона были уволены, о чем им сообщили только 29 марта, а сам батальон был расформирован. Полицейские были уволены по приказу, с формулировкой, что они якобы опорочили честь и достоинство сотрудника полиции, в то время как, по словам Хамчиева, они пошли к митингующим, чтобы поговорить, предотвратить кровопролитие, в том числе и со стороны росгвардейцев. Бывший сотрудник полиции заявляет, что их увольнение, его и 16 коллег, было несправедливым. Они не собирались нарушать закон. Некоторые из тех, кто был уволен, даже не присутствовали на площади, говорит Хамчаев. В частности, речь идет о Рашиде Тумгоеве, который проработал в органах 19 лет, в самые трудные времена, имеет заслуги. Люди объяснения не писали, а в приказе пишут, что с них объяснения брали, возмущается экс-полицейский. Кроме того, с теми, с кого объяснения все так и брали, манера поведения была изначально обвинительной. Вы стояли на площади, повернувшись лицом к Росгвардии, прикрыв митингующих. Мы писали, что так не стояли, говорит Хамчаев. По его мнению, ситуацию могли неправильно преподнести главе, на встречу с которым бывшие силовики теперь надеются. Ахмед Погоров, который был на площади в момент,
когда якобы образовалась стена из полицейских. Уверен, что все дело в ошибке командира или самих полицейских. Была суматоха, напряженная ситуация. Он дал команду налево, а они повернулись направо. Потом он понял, что произошло, что вышло недопонимание. Сказал им кругом, они повернулись и ушли. Высказал он свое видение ситуации. Я достаточно проработал в системе МВД. Я знаю этих ребят, не конкретно этих, а вообще, наших ингушских полицейских. Они много лет боролись с терроризмом, с экстремизмом, у многих есть ордена, у многих дети теперь растут без отцов. Я думаю, они на площади готовы были выполнить любую поставленную команду. Но произошла ошибка, которой воспользовался Полищук. Вот кому не место в органах МВД. Эта кабинетная крыса не имеет права выносить оценку нашим полицейским, сказал Пыгоров. Он также заявил, что Полищук использовал всех, чтобы прикрыть свои ошибки. Его поведение было тупым и бездарным. Он неправильно провел операцию, а теперь пытается обелить себя, а всю вину свалить на полицейских. Якобы они ему помешали, и на самих митингующих, которые были спровоцированы его бездарностью. Он приказал штурмовать во время намаза, это вызвало эмоции, конечно, а теперь все оказались виноваты, кроме него. В пресс-службе МВД по Ингушетии Кавказ.Реали сказали, что не могут прокомментировать заявление Хамчиева о том, что почти 20 ингушских полицейских были уволены якобы из-за того, что отказались разгонять митинг, сообщалось в конце марта.